Получить водительское удостоверение теперь будет сложнее. Новые правила вводят целый пакет ограничений. Допустив определенные ранее разрешенные действия, курсант рискует не сдать экзамен. Кандидат-водители при выполнении упражнений, где предусмотрено движение задним ходом, маневрирование задним ходом выполняется при однократном включении передачи заднего входа. Проведение экзамена прекращается и выставляется оценка «не сдал», если кандидат-водитель сбил разметочное оборудование 3 и более раза, выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений. По словам инструкторов, требования к начинающим водителям должны быть самыми строгими, поэтому изменения в правилах приема экзамена должны только повысить уровень подготовки курсантов. Сперва мы, когда первое занятие, обучаем, чтобы мышечная память была. Поворотники включать, руль крутить, выкручивать как-то. Некоторые курсанты автодром с первого раза не могут сдать, поэтому нужно индивидуальный подход. Новые поправки были внесены и для мотоциклистов. Теперь желающие получить права категории А в обязательном порядке будут сдавать упражнения «Скоростное маневрирование», состоящие из нескольких элементов, таких как разгон и объезд препятствий. Одно из нововведений в правилах, как ничто другое, касается нашего региона. Теперь в зимнее время года площадку необходимо посыпать специальным реагентом, который уменьшит скольжение резины. Это поможет начинающим водителям освоить все азы управления машиной. Пока что изменения коснулись только автодрома, а между тем инспекторы отмечают, что наиболее трудным этапом для получения прав остается город. Как показывает практика, большинство ошибок курсанты автошкол допускают именно при сдаче экзаменов в городских условиях. Евгений Заборовский, Илларион Федоров, Вести, Якутск.